Олимпийский факел теперь в Пекине после долгого и спорного путешествия по миру и по Китаю. Огромные толпы приветствовали факел, когда он проходил по улицам китайской столицы и в запретный город. Самый знаменитый спортсмен Китая, звезда НБА Яо Мин, пронес факел через символическую ворота Тяньаньмэнь и на улице. Факел пройдет по Пекину, прежде чем окажется на национальном стадионе для церемонии открытия в пятницу. Эстафета факела прошла не совсем гладко. Протестующие встречали его по пути в Европе и Соединенных Штатах. Это был факел для Олимпиады 2008 года в Пекине, и я был факелоносцем тогда. Я был факелоносцем номер 18 на станции Цинфэнда. Когда я бежал по улицам того города почти 14 лет назад, неся факел для Олимпиады 2008 года в Пекине, я никогда не думал, что однажды стану ярым активистом против следующей Олимпиады в Пекине. Я стал свидетелем этого ужасного сдвига, этого ужасного изменения ситуации с тех пор в моей родной провинции, с моим народом. И сейчас я активно призываю к бойкоту зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Меня зовут Ялкун Камалток. Представитель уйгурского населения из Восточного Туркестана. Официально это называется Синьцзяне. Китай агрессивно проводит уничтожение нашей культуры, нашей истории, нашего языка и нашей религии. Путем произвольного задержания моих людей в концентрационных лагерях, физических и психических пыток, и проведения такого рода промывания мозгов в политических занятиях, чтобы сломать хребет нашей культуры. Я не жду с нетерпением просмотра зимней Олимпиады в Пекине. Но одну сцену, которую я бы с удовольствием увидел на сценах зимней Олимпиады в Пекине, это когда спортсмены покажут свою солидарность с уйгурским народом, покажут свое сопротивление нарушениям прав человека в Китае. И это было бы прекрасной сценой на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Я искренне сожалею о тех спортсменах, которые просто стремились к личным достижениям, которые пытались достичь своего лучшего, которые пытались реализовать цели своей жизненной карьеры, чтобы сиять на таких престижных международных спортивных событиях. Но, к сожалению, эти Олимпийские игры настолько политизированы, насколько это возможно. Это не просто нейтральное спортивное событие. Зарубежная пропагандистская сеть Китая, CGTN, только что выпустила новый пропагандистский фильм об уйгурах. CGTN контролируется Коммунистической партией Китая и годами агрессивно распространяет китайскую пропаганду в социальных сетях. В этом новом фильме под названием «Вызовы борьбы с терроризмом Синьцзяне» мой отец, вместе с несколькими его коллегами, изображены как политические заключенные. Чтобы дать вам немного общей информации, мой отец, Ялчин Рази, был назначен Департаментом образования Синьцзяне главным редактором учебников по уйгурской литературе для начальной и средней школы. Он и его коллеги были арестованы в 2016 году и допрашивались более года в неизвестном месте китайскими властями. В 2018 году мы услышали, что мой отец был осужден на показательном суде и приговорен к 15 годам тюрьмы. До сегодняшнего дня у нас не было возможности поговорить с моим отцом. У нас не было возможности увидеть моего отца, даже на фотографиях. У нас не было возможности узнать о состоянии его здоровья, и мы даже не имели возможности узнать точное место его заключения. Это мой первый раз, когда я вижу отца за 5 лет, и я почти не узнал его, если бы его имя не было написано под фотографией в фильме. Просто чтобы показать вам сравнение до и после, вот мой отец в 2015 году, и вот фотография моего отца из пропагандистского фильма, показывающая его на показательном суде в 2018 году. И вот сравнительные фотографии его коллег до и после их заключения. Любой может ясно увидеть следы пыток и недоедания, которые они пережили в китайских тюрьмах. Этот пропагандистский фильм – ничто иное, как принудительное признание этих заключенных.
Так какие же ужасные преступления совершил мой отец и его коллеги, чтобы быть подвергнутыми такому бесчеловечному и незаконному обращению со стороны Китая? Почему Китай внезапно решил выпустить политический пропагандистский фильм о них? Ну, давайте начнем с так называемых проблем в этих учебниках, как они изображены в этом китайском пропагандистском фильме. Вот эта картинка, для примера. Это национальный герб Восточного Туркестана. Он не может быть в школьных книгах. А это легенда о 7 героических уйгурских девушках. Тут все сфабриковано. Они прыгнули со скалы от ханских китайских солдат, защищая свои родины. Это все дезинформирует наших учеников. Ну, во-первых, один из них – историческая картина, а другой – знаменитая уйгурская фольклорная история. Они не являются какими-то сфабрикованными, незаконными материалами о Восточном Туркестане. Человек на картине – Ахмеджан Касима, знаменитый уйгурский лидер в 1940-х годах, который возглавлял революцию в Восточном Туркестане. Даже Ма, легендарный председатель Коммунистической партии Китая, хвалил эту революцию как часть демократической революции китайского народа. И теперь, в 2021 году, этот исторический уйгурский деятель, который ранее широко признавался даже самими китайскими властями, внезапно попадает в категорию людей, представляющих радикальную террористическую идеологию в Китае. Другая история о 7 храбрых уйгурских девушках – это очень знаменитая уйгурская историческая легенда. У этих девушек даже есть мемориалы в Восточном Туркестане. Это история 300-летней давности о 7 девушках, сражающихся против маньчжурских солдат и прыгающих со скалы, чтобы не быть захваченными в плен. История касается маньчжурских солдат династии Цин, даже не китайских солдат. Даже на видео мы можем ясно прочитать слова «маньчжурские солдаты» в тексте. А пропаганда говорит, что это история об уйгурах, сражающихся с ханскими китайскими солдатами. Более того, существуют варианты таких историй по всему миру. Даже у самих китайцев есть похожая история о 5 парнях, сражающихся против японских солдат и прыгающих со скалы, чтобы избежать захвата. И это знаменитая история, которую знает наизусть каждый китайский ребенок. Почему? Потому что она в их китайских учебниках литературы. Так что, следуя той же логике, можем ли мы сказать, что их собственные китайские учебники также распространяют этническую ненависть к японцам и дестабилизируют мир в регионе Восточной Азии? Можем ли мы сказать, что Китай внедряет ненависть и радикальные террористические идеи в этих китайских детей, которые изучают эти китайские тексты? Китай всегда жалуется на двойные стандарты, которые он получает от западных демократических стран, когда дело касается вопросов прав человека. Это воплощение китайских двойных стандартов изображает фольклор как опасную историю, наполненную этнической ненавистью и радикальными террористическими идеями. Китай так ненавидел эти учебники, что запретил их и заключил в тюрьму многих людей, включая моего отца, по вымышленным преступлениям. Однако в их собственном пропагандистском фильме Китай ясно признает, что проблема в этих учебниках заключается в том, что в них нет политического содержания, а только об уйгурской истории, культуре и литературе. Не забывайте, это учебники литературы. Они не являются книгами о политике. Эти книги для того, чтобы обучать уйгурских детей их литературе, языку, грамматике и культурному наследию, без наводнения политической идеологии. Именно поэтому пропаганда говорит, эти учебники опасны, потому что Китай ненавидел тот факт, что они не заполнены промывающими мозг политикой. В конце фильма Китай хвастается новыми, исправленными учебниками, которые сейчас используют уйгурские дети, и мы можем ясно увидеть, что уйгурский язык в основном удален из учебников, и они заполнены промывающими мозги коммунистическими идеологическими материалами. Эти бедные уйгурские дети больше не изучают свою литературу и язык. Они больше не получают образование, которое может развивать их способности к критическому мышлению. Вместо этого их заставляют впитывать политическую идеологию и пропаганду. Это не учебники. Это промывающие мозги политические материалы для 7-8-летних уйгурских детей. Китай также ясно дает понять в этом пропагандистском фильме, что они не только ненавидят материалы об уйгурской культуре и истории,
Они в принципе ненавидят все, написанное на уйгурском. Ясный замысел этого так называемого скандала с учебниками – подорвать уйгурский язык. Вот небольшой клип из китайского пропагандистского фильма, показывающий некоторые из запрещенных уйгурских учебников. И это учебники по физическому воспитанию и географии. Китай запрещает уйгурские учебники не потому, что они являются опасными руководствами по подготовке экстремистов. Он запрещает их просто потому, что они написаны на уйгурском. И Китай хочет искоренить уйгурский язык и культуру. Для примера, насколько далеко заходит Китай в попытках искоренить уйгурский язык и культуру, вот фото новых учебников литературы для уйгурских детей 2 класса. На обложке этого учебника нет ничего об уйгурской культуре. А в разделе о традиционной китайской еде составители этих учебников даже не потрудились использовать правильные уйгурские названия блюд. У этих блюд есть общепринятые уйгурские названия, но вместо этого составители использовали уйгурское произношение чисто китайских названий этих блюд и учили этому как уйгурскому языку. Весь учебник состоял только из переводов некоторых произведений китайской литературы. Как сказал Джеймс Малуот в Твиттере, это как преподавать испанскую литературу не с Дон Кихотом или Гарсия Маркесом, а Шекспиром или Абдайком, переведенными на испанский как основные тексты, и говорит, что преподавание испанского с Дон Кихотом – это сепаратизм и бросать редактора учебника в тюрьму. В этом фильме показано интервью бывшего заместителя начальника Бюро общественной безопасности Урумчи. Мы узнали, что этот человек, Кадир Мамат, является одним из ключевых лиц, которые допрашивали моего отца и его коллеги строили дело об учебниках. В фильме он говорит о том, насколько вредно и опасно эти учебники и насколько важно сохранять коммунистический идеологический сектор в школах. Ясно, что этот пропагандистский фильм снят не недавно. Он снят как минимум 2-3 года назад. Откуда я это знаю? Потому что, по иронии судьбы, этот Кадир Мамат тоже был арестован 2 года назад китайскими властями, согласно отчетам радио «Свободная Азия». Так что, неважно, если вы так называемый заговорщик, или если вы начальник полиции, который арестовывает и пытает так называемых врагов китайского государства. Пока вы уйгур, вы на мышке Китая, и рано или поздно ваша очередь придет. Это фашистская природа коммунистической партии Китая. Вот как они проводят геноцид по отношению к уйгурам. Они определяют уйгурских интеллектуалов и лидеров мнений в тюрьмы и концентрационные лагеря по вымышленным преступлениям и дегуманизируют весь уйгурский народ. CGTN будет выпускать новые пропагандистские фильмы время от времени, особенно каждый раз, когда происходит международная волна осуждений и принимается действие против нацистского стиля обращения Китая с уйгурами. В прошлый раз мы видели это, когда CGTN выпустил пропагандистские фильмы прямо на пике международного шока и возмущения, когда BBC сообщила, что уйгурские женщины подвергаются массовым изнасилованиям и стерилизации в этих китайских концентрационных лагерях, и западные демократические страны начали принимать законопроекты о геноциде уйгуров один за другим. Перед этим мы видели, как CGTN выпускал пропагандистские фильмы, когда Соединенные Штаты приняли закон о правах человека уйгуров, чтобы принять юридические меры против компаний и лиц, которые являются соучастниками в геноцидных преступлениях Китая. На этот раз CGTN выпустил эти новые серии пропагандистских фильмов, когда происходит международная кампания бойкота хлопка и Синьцзяне, который является одним из многих продуктов принудительного труда уйгуров. Ясно, что Китай исчерпывает актеров и контент, который они могут использовать, чтобы опровергнуть обвинения, и начинает обрабатывать некоторых старых актеров, чтобы использовать их в новых ролях в своих пропагандистских фильмах. Например, этот парень, который ранее изображался как успешный предприниматель, окончивший топовый китайский университет и теперь изображается как кто-то, кто научился полезным навыкам в этих концентрационных лагерях в стиле так называемых лагерей перевоспитания. Такие типы сборных китайских политических пропагандистских фильмов и китайских СМИ, такие как CGTN, это как Китай пытается отмыть свои преступления против человечности перед международным сообществом. Китайская пропаганда уже потеряла свой импульс. Китай больше не может изображать себя как миролюбивую, трудолюбивую нацию в свете стольких существенных доказательств грубых нарушений прав человека и геноцидной деятельности. С такими типами пропаганды Китай больше не может обмануть никого, кроме тех, кто готов быть обманутым.
Тем временем я буду продолжать бороться за свободу моего отца и моего народа, томящегося в концентрационных лагерях, тюрьмах и фабриках принудительного труда в Китае. Thank you for watching and see you later.